таємницю сакраменту, славяй поширо всех, братьев Господа права, Боже молиться Пане, что нам розум не тумачить, свято веры принесе, Богу вечному Троице, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Троицу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Божа брат пасхальную таємницю Христа, Ти откупил всех людей. Заховай у нас справу Твоей милосердности, как мы неспынно сгадываючи таємницю нашего избавления, достоились отримать еплен брат Христа Пана нашего. Буде Божая во мне, спевом славлю ім'я Його, бою святого життя мого, хай милость буде Божая во мне. Спевом славлю ім'я Його, бою святого життя мого, хай милость буде Божая во мне. Спевом славлю ім'я Його, бою святого життя мого. На початок номер 102.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Śpiewajcie Panu nową pieśnią, bo On uczynił cudy. Перед очима язычников объявить свою справедливость. Аллилуйя. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как нам лишь чистым сердцем сласть эту наисвятейшую охрану. Сповідаюся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думкою, словом, вживком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, засуди Пану Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Марія, змилуйся. Марія, змилуйся над нами. Марія, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся. Марія, змилуйся. Марія, змилуйся над нами. Марія, змилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала вищиня Богу, а на землі супокою людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже мой же всемогутный,
Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, неспынно узмацняй нас деяния пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты отградил у святым Христе, с допомогой Твоей нас и принесли богатый плен добрых учеников и досягнули радость жизни вечного. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарь в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Читание книги Деял апостолов. У те дни Павел и Варнава вернулись у Листру, у Иконию и Антиохию, умацовавши души учням і захочувачи відкривати віри, бо нам треба пройти праз многі терпіння, как увойти в Божие владарство. Рукопоклавши им у кожному костеле пресбитеров, у молитве и посте доручили их Пану, в якого поверили. Пройшовши праз Писидию, прибыли у Памфилию и, обвестивши слово у Перге, сошли в Аталию. Оттуль отплыли в Антиохию, где были доручены ласце Божией, на справу, якую виконали. Коли пришли туды и собрали костел, рассказали, як шмат Бог учинил с ими, и як ён отчинил брамы веры язычников. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Щедрый и милосердный Пан, долго терпеливый и шмат милостивый, Пан добрый до всех, и милосердность Его над всеми створениями Его. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Нехай сыны человечьи надеются про Твою могутность и проверить славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство всех веков, и подавание Твое с поколения в поколение. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Витра Бог кожну сльозу з очей їхніх. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, убачив нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля минули, і моря уже нема. І убачив святий город, Новий Єрусалим, який сиходив від Бога з неба, подрихтований быццам невеста,
прибране для свайго жениха. І пачуў я гучны голас з трона, які казаў: «Вось скіне Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі, і яны будуць ягоным народам, і ён будзе Богом з імі. І вытра кожную сказу з вачэй іхніх, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю, ужо не будзе, бо ранейшае мінула». І сказаў той, хто сядзеў на троне: «Вось чыню ўсё новае». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, скажем нам, как вы любили один одного, как и я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Слава тебе, Калі Юда выйшаў з вечарніка, Езус сказаў: «Цяпер услаўлены Сын Чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе і хутка уславіць. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі. Новую запаведь вам даю, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго». Гэта Слово Пана. слава тебе, Христе. Адзін сэнс, альбо адна мысля, якая прашывае і першае чытанне, і другое, і псалмы, таксама Евангелію, гэта штосьці новае мы пачулі. Новае гэта штосьці, можа, і прыемнае, але таксама і напоўненае шмат небяспекі. Калі чалавек, напрыклад, першы раз ідзе у пілігрымку якую-небудзь, падумае, што з сабой узяць, якія рэчы, якія неабходныя. Не будзем браць з сабой телебачення, не будем тянуть, не будем тянуть с собой компьютер, потому что нам, ну добре, возьмем мобильный телефон, возьмем необходные речи такие, чем это все будем носить на себе. Человек тогда выбирает, думая, как это, новое, что с первый раз, когда идем, то зусім ничего не ведаем. Пытаемся у других, який способ. Когда человек має новый телефон мобильный, то так само має його познать і познає, потому має шмат функцій, шмат што з яго можна выціснуць, каб ён служыў нам як мага найлепей, найдаўжэй і найтрывалей. Сёння мы пачулі, што Павел і Варнава не толькі сёння, але мы чуем праз цэлы велікодны перыяд, які мы перажываем, а Паўле і Варнава. Амаль большая частка чытанняў і ў звычайныя дні ў нядзелі гаворыць пра іх. Павел і Варнава разам, два апостола, ідуць і навучаюць людзей. Сёння мы пачулі, што прыйшлі ў адну з святынь і наложили руки. Наложили руки — это не означает, что когось побили. На когось наложить руку — это побить когось. Нет. Это так званая сукцессия апостольская, то, что отбывается от самого выбора апостолов. Не ведаете, как вы были на посвященных святара, где-нибудь туда, как текст новообранного святара освячают, что бискуп его накладывает руки. І після епіскопа гэты святар падходзіць да ўсіх прэзбітэраў, якія там ёсць, якія канцэлябруюць святую ішу, і яны ўсе накладваюць рукі на голову гэтага святара. Гэта такі сімвал, які цягнецца ад самых апостолаў, ён непрерыўны. Гэта руканакладванне таксама я атрымаў падчас пасведчень святарскіх.
Ён дае асаблівую моц і асаблівую ласку, тую самую, якую апостолы атрымалі ад Ісуса Христа. Але гэта ўжо залежыць далей ад чалавека, чым з'езд Христа упаўне альбо не. І гэта, дзякуючы гэтаму рукопакладзенню, нават калі святар выконваў сваю функцыю брыяк, не астротна, дзесьці там не падышоў, не прыгатаваўся да яе, то дзякуючы гэтаму гэтая імша, альбо крост, альбо які другі сакрамент быў важны для вас. А святар бы сам у сваім часе адказаў бы за гэта, што гэта неразсобна чыніць. Гэта ўсё дзякуючы таму, што гэта не ён робіць, а Христос праз яго. Христос праз яго. І мы маем, што апостол Павел з Варнавом наложили руки и осветили пресбитеров, яких оставили, когда пока обвещали Божие Слово. Маем так само у читании Апокалипсиса Святого Яна прочитали, что Ян говорит: «Убачив святий город, новий Єрусалим, який зіходив від Бога з неба, подрихтований, быццам невеста, прибранная для своего жениха». Новое Иерусалим. Что за это за новое? Это то же самое, об чем я и обвещаю, не только я, а и у каждого наказания хочу сказать: ах ты, что нас новое чекает. И написано туда: там же не будет ни голоду, ни смерти, ни смутку, ни плачу, ни болю, уже не будет, бо роднейшая минула. Об чем говорить? Апокалипсис. О конце света. Але так само о конце нашего життя, бо після конца нашего життя є нова лепша перспектива. Бо як так не було, так на що ми сьогодні тут збираємося, а це то інше. Бо докладно, ми тут така є, і на що ми були добрі, на що ми жили для когось, комусь допомагали, коли б не було перспективи і узнагород за те, що ми з'являємося людьми для людей. Це залежить так само від нас. Написано: Бог з ними. Бог з ними. Святый Ян пишет, апостол в Апокалипсисе. Докладно. Потому что мы нарождаемся, как народиться еще раз на новое життя. Пам'ятаємо Иисуса Христа розмова з Никодемом, коли Ісус Христос буде говорити, що треба чоловіку народитися на ново. Никодем не зрозумів, запитав пана Ісуса: як мені войти обратно в лоне матери, как народиться? Ні, пан Ісус говорить: це народження зовсім другое. Народження в Духу Святим, але так само народження з Духом Святим до нового життя, для якого ми все покликали. І маємо новий Єрусалим, новий город. А в Євангелії ми так само почуємо і почули. Пан Ісус говорить: новую заповедь даю вам, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Что нам потреба, как збавиться? Иметь любовь, похожую на Божию любовь. Мне дає далеко, бо треба було б отдать життя на крижі. Але у такий спосіб, в який я покликаний, я можу це життя віддавати. І у своєму покликанні я святара життя живу не для себе, а живу для парафія, живу для вас, бо обвіщаю вам Боже Слово. Не працюю як ксьонз, як святар, але це моє покликання, це служба. І в день, і вночі готовий учитися допомогти, коли чоловік потребує. Такое покликание святара, это означает, что отречиться от самого себя, откинуть то, что я хочу. Так пан Ісус каже: ти перев'язувався до Павла, як до Петра, як хотів, але прийдемо, що тебе подвергнуть і поведуть туди, куди ти не ходиш. Як ти обвіщав Божє Слово. Эта новая речь, как отбывалась, мы повинны справді отчинить Святое Писание. Не ведаючи, ли звернули на герб новообраного Папы Римского Льва XIV. Есть там, он перекресленный креской такой похилой, и на нижней части этого герба есть книжка Святого Писания. На этой книжке Святого Писания лежит сердце, и это сердце пробито стрелой. Что это означает? Ну, означает у первой черзе приналежность Папы Святого до ордену, з якого він виводився, в яким зростало його покликання, чи Августіянов. Біблія, коли ми ведаємо і будемо читати визнання Святого Августина варта, собі набити прочитати визнання Святого Августина, коли учився в університеті
треба було нам читати це на залік, але я не тільки на залік, але так з цікавості эту книжку так полкнув, амаль за несколько ночей і вечоров, то треба було не знати залік, але так само з цікавості це все відбувалося. І що, як відбулося? Святий Августин 40 годов був добрим риторика і 40 годов говорив проти Бога. 1000 людей за ним шли, 1000 людей. Мать молилась, и выдается, что ничего человеку не поможет. Але проходил раз про сад. И в этом саде убачил отчинное Святое Писание. Отчинное лежало. На 13 разделе Давидова, послание Давидова. И было написано: не в пьянстве, не в распусте приходит Бог. Не живите так. И зрозумел, что про его. Одно здание, один сказ навернув Августина на веру. А мы так часами у житті шукаем чогось, щоб нам по-справжньому могло допомогти. І це Святое Писание означає, а це серце, пробите астрологію, це серце, пробите самим Словом Божим, пробите разом з Богом, яке пробило святого Августина, и что не только что стал святым епископом Хипоны, а так само стал доктором Костела, бо оставил после себя не только это вызнание, а лишь в другой литературе, всех по сегодняшний день Христа Костел и пробует разуметь, и пробует досягнуть этой святости, альбо отчинить те рагуды, которые там вписаны святого Августина. И мы так само покликаны, та як в сьогоднішнім першому читанні, не у другому читанні, права 17 ми прочитали, ми покаемся, що і убачив я святий город Новий Єрусалим, який сходить від Бога з неба, подрихтована быться невеста, прибранная у драгоценные камни у клейноты невеста для своего жениха. И этой невестой является сегодня для нас костел. И он нас сегодня сюда запрошает. Запрошає на це весілля, бо тут вже є і молодий, і молода, заручені. І ми так само з цих заручених можемо скористати. А ми повинні хотіти тільки одного. Як ми йдемо на весілля якої-небудь, не виду, як ви такі весілля. День не ем, 2 не ем, потім проголодатися. Потім добре поїсти, смачно. Так вот, як ми запрошені на весілля, то ми сам повинні хотіти пана Бога і насититися. І це і є сенс нашого життя. Гэтага весілля бути запрошені, яким Пан Бог нас кормить, яким Словом Божим, яким нас насичає. Гэта від нас залежить, чи ми його приймемо, чи ми тільки почуємо і скритикуємо. Бо коли ми його приймемо і уложимо в своє серце, то воно так само користі принесе плод. Плод, і плод незвичайний, плод недобрий нашого наростання або переміни нашого життя. Просим за тим, брати і сестри, як ми подобно захотели, не боялись наново отвернуться от зла, от дрянных поступков, как мы не боялись так само наново познать Иисуса Христа, может иначе, чем мы теперь с ним переживаем якості, які є відносини і реляції, які є молитовні, наприклад. Може, як ми шукали, в який спосіб я би мог закохатися по-справжньому у Бога, коли я это учиню, я не тільки життя своє віддав, але і буду старатися і чинити намагання, як чоловік мог вернутися до Бога, коли є такі побачки со мною. Аминь. Віру одиного Бога, а й самого. Створителя неба і землі, усякого бачного і небачного, і у одиного Пана Ісуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправданного от Бога соправданного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, Його для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо,
Ця справа рушається, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який зайця і сина походить, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророків. Вірю в один і святий католицький апостольський костюм, визнаю один і хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будущем світі. A Boga, jaki pojednał nas z sobą w swoim milowanym Synie Jezusie Chryste, uzniesiemy z udziałnością subordynę молитвы и молимся за святый костел Христовое тело, как усе его вызнавцы и трудите до святости. Тебе просим Выслухай нас, Пане. за biskupów naszej krainy, как их пасторская инициатива служила на корысть усему народу. Тебе просим Выслухай нас, Пане. о jedności i zgodzie pomiędzy narodami, как spokój, jaki daje nam Zbawca, zapanował w sercach wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Выслухай нас, Пане. За людей, яких такое сумление, как яны знайшли спокой у сакраменте поjednania и покаяния. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас, присутствует тут, как уделу святой мши, поглублял нашу едность с Богом и людьми. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты про смертью воскрешения Своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы и керуй нами, как наши ученики завсёды были згодны с верой, якую мы вызнаем про Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 58. Верніться на моїх очей, убачу, і убачу, наклоніться моїх устав і промовлю, прославлення, наклоніться моєго серця і очисти. Хай Твой Дух Святий наповняє мене. Наклоніться на моїх очей, убачу, і убачу, наклоніться моїх устав і промовлю, прославлення, наклоніться моєго серця і очисти. Хай Твой Дух Святий наповняє мене. Молитесь, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийде отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Боже, Ты простодобный от мир здоровья, Ты отбывается в этой ахвяре, робишь нас удельниками Твоего Господа. Ученикам мы, спознавши Твою правду, послідовно керуванься ею в наших учинках, про Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Укору серце. Подякуем Богу нашему. Собрал ты годно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованный, як наша я Пасха, боем собравный ягнё. И Он взял грехи свету и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши нам житё, про свое с мертвых повстание.
Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресении Христа. А хоре анgelов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niespłynna ustrykaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на высших, Хосанна на высших, Хосанна на высших. Благословенный Той идет имя Пана. Благословенный Той идет имя Пана. Хосанна на высших, Хосанна на высших, Хосанна на высших. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспоменно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру, тому у едности с усим костелом, у первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, враз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего святые дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стались яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у тую ночь, коли был выкатенный, взял хлеб и подяку складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego ustnie, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominając zmarłszą Bogu Twojego Syna, tak samo jak cudowne u воскресении i w Niebo Chryście, i czekając Jego drugого przyjścia, z podzięką składają Tobie эту живую и святую офяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костола и прими Его як офяру, якую Ты пождал тут милостивленный. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Najpierw z Najświętszej Panny Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem, jej obrannika, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi mucznikami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem Markiewiczem i усіми świętymi, wraz zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niezdolną допомогу.
Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынесе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім, папам Львом XIV, біскупам нашим Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Твой адкупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стане перед Тобою. О добрый Ойча, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласце Твоей одышел с этого свету, милостиво прынял володарство Твое, где и мы спадзеемся быть, как разом с ними заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усяки вечная. Называемся детьми Божьими и не з'являемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, звал нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, дарите его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Ранку Божий, який отпускає світу грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Ранку Божий, який отпускає світу грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Ранку Божий, який отпускає світу грехи, дай нам супокой, подай нам супокой. Вось бараник Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер ягоную. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 199.
красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе, без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего если не творит совершенной любви. Совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилие мое утираешь без ниц, наполняешь меня любовью. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе, без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не творит совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не творит совершенной любви. Номер 27. Буду Бога прославлять, мою Спаситель друзьями. Иисус, Ты мой Пан, Иисус, Ты мой Пан, мое славление. Иисус, Ты мой Пан, Иисус, Ты мой Пан, мое славление. Буду Бога прославлять, мою Спаситель друзьями. Иисус, Ты мой Пан, Иисус, Ты мой Пан, мое славление. Иисус, Ты мой Пан, Иисус, Ты мой Пан, мое славление. Молимся. Просим Тебе, Боже, да положи милостиво Твоему народу, если Ты усмацнил наисвятейшим сакраментом, и учеников Он, покинувши старую греховность, перешел до нового життя у цнотах.
Праз Христа Пана нашого. Объявы. 22 мая у четверг успомин Святой Рыты Законницы, 24 у суботу успомин Маті Божией успомоги християнам. Праз увесь месяц май пасля святых імшаў вечаровых у 19:00, а ў недзелю пасля святой імшы у 10:30 адпраўляем набажэнства маёвыя. Сёння адбылася гадавіна першай святой камуніі, а таксама заканчэння катехетычнага году 2024-25. 21 мая у гэтую середу бліжэйшую святой імшы увечары не будзе. Будзе толькі імша з раніцы. Бо я поеду у Подорожск и там буду віншаваць księdza Геннадия, пробашча Белоградской парафіі, который нам дается, будет святкаваць свое 25-годие посвящен святарских, чили сребрный юбилей. А 19 мая свою годовину посвящения будет святкаваць пробашч згадаваў ksiądz Александр. Который тоже такого памятаете про их в молитве. 25 мая о 12 године отбудется в нашей каплице первая святая коммуния. 31 мая у Буцлаве отбудется Сусветный день дитяти под девизом «Это мы радость и надея». Туда могут ехать не только дети первокоммунийные, они все, а так само и взрослые. Калі ласка, калі хто жадае, ёсць яшчэ месца ў аўтобусе, кошт білету 25 рублёў. То представьте, акция его обратно даром приедете. Выезд у 7:30 под каплицей. Калі ласка, калі хто жадае записаться, треба было бы у каплицы, каб я ведаў, сколько яшчэ мест там, пока у нас ёсць. Процессия Божьего тела улицами города Минска, Золотой Горки плануецца у гэтым годзе на 15 чэрвеня. Сённяшняя третья неделя месяца так звана інвестыцыйная, таму дзякуй за ўсе ахвяры, складзеныя на будову. Дзякуй за ахвяраванне на будову святыні, супольную і індывідуальную малітву, за спеў, абраву літургічную і прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны і юбілеі, за księdza Геннадія і księdza Александра, за Константина і яго бацькоў і хросных з нагоду хросту, які ўчора адбыўся, за дабрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, наша королева, не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Ане наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что проводите, как так далее. Примите тому Божьему благословению, как вас наполнить соправдной радостью и спокоем. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастора Твого Духа, покор нам просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душнують по світі. Аминь. Номер 159.